Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Государственная дума России ратифицировала соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в городе Москве 27 сентября 2022 года, сказано в проекте закона. Ранее документ был ратифицирован Народным собранием Абхазии. Он направлен на урегулирование правового статуса лиц, обладающих российским и абхазским гражданством, а также включает в себя положение об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами Республики Абхазия. После признания суверенитета Абхазии со стороны России в 2008 году отсутствие межгосударственного соглашения о двойном гражданстве привело к приостановке процесса приобретения российских паспортов гражданами Абхазии в упрощенном порядке. В соответствии с принятым документом лица, обладавшие абхазским гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном режиме. Подобные соглашения у России заключены только с Таджикистаном и Туркменистаном. Соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и Россией является подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога с Россией, заявил глава МИД Республики Абхазия Инал Арзанба, комментируя ратификацию документа. Проект был инициирован президентом России Владимиром Путиным и внесен в Госдуму 31 мая. Цитата: «Соглашение о двойном гражданстве – это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня диалога с Россией», сказал Арзанба. Ранее министры иностранных дел Абхазии и России Инал Арзанба и Сергей Лавров подписали соглашение о двойном гражданстве, которое предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства России для граждан республики. О том, в чем юридические тонкости этого соглашения, мы поговорили с доцентом кафедры теории и истории государства и права Сочинского института РУДН, юристом и политологом Бесланом Камке. Смотрите наше интервью с ним. Хотелось бы сегодня поговорить о ратификации соглашения о двойном гражданстве. У многих людей, в том числе обывателей, это соглашение вызывает вопросы, потому что в нашем сознании вроде бы многие люди в Абхазии уже имеют гражданство России, они граждане России, российское гражданство, но тем не менее, что значит это соглашение? Поясните, пожалуйста, его с юридической точки зрения. Да, вы правильно сказали, вызывает вопросы у многих граждан в Абхазии, так как это новое явление, да, новое, для нас, во всяком случае, новое явление. А вообще о двойном гражданстве уже давно в практике вводится, да, вообще около 40% всех государств, да, из всех количества всех государств обладают возможностью получить двойное гражданство. На постсоветском пространстве Таджикистан и год тому назад Южная Осетия аналогичное соглашение ратифицировано. Значит, что вызывает опасения? Вызывает опасения, якобы оно нарушает, скажем, миграционные процессы может нарушить, суверенитет может тоже задеть. Но на самом деле это не так. На самом деле соглашение о двойном гражданстве, она не затрагивает, я еще раз подчеркиваю, не затрагивает положение о приобретении и прекращении гражданства. То есть оно не противоречит закону о гражданстве Республики Абхазия. То есть если мы говорим о тех опасениях, да, какие могут быть, то это вопросы относятся к закону о гражданстве. Что мы имели до принятия, до ратификации соглашения о двойном гражданстве? Мы имели допущение, есть такой статус допущения второго гражданства. Вот это второе гражданство у нас, оно, по некоторым данным, у нас около 70% обладают, да? Допускается по Конституции России и Абхазии, допускается второе гражданство. А что такое двойное гражданство теперь? Двойное гражданство – это факт признания гражданства на своей территории.
гражданство другого государства на своей территории, если этот гражданин постоянно проживает на данной территории. И тут включается принцип взаимности, гарантии реализации социальных и политических прав двух стран, подписантов вот этого соглашения. И здесь вот опасения не должны возникать, так как порядок обретения гражданства у нас сохраняется, она достаточно, ну скажем, защищает государство. Вот, и там есть достаточно такие признанные во всем мире ограничения или требования, как 10-летний срок проживания, знание языка, конституция, уплаты налогов в течение 10 лет и, значит, принятие присяги, да? Вот. И поэтому я не вижу таких оснований. И единственное, что я хочу подчеркнуть, что если государство Абхазия признается Россией, то этот факт еще больше подчеркивает принятие данного соглашения. Оно еще и подчеркивает признание его граждан. Я считаю, что здесь политический момент больше присутствует, да. Но есть еще такое обстоятельство, как двойное гражданство может способствовать, значит, усилению миграционных потоков, но оно может произойти и без этого тоже. Мы знаем такую закономерность, если страна обладает большими социальными привилегиями или большей привлекательностью, уровнем жизни и так далее, если она больше, чем у какой-то соседней страны, то, естественно, закономерности их нельзя остановить. Поэтому принятие двойного гражданства, оно ничем не усиливает, значит, эти процессы и не убавляет, оно и так может происходить, и без него тоже. Вот. Поэтому возникает вопрос у нашего руководства, обратить внимание на привлекательность нашей страны, чтобы наши граждане не уезжали в ту страну, где двойное гражданство признается. У нас есть свои преимущества, дай бог, у нас процессы позитивные уже идут. У нас есть геоклиматические условия лучшие, у нас есть и для бизнеса, надеюсь, будут еще расширяться возможности. И поэтому я ожидаю приток граждан в Абхазии, наших граждан, проживающих на территории России. Беслан Астамурович, скажите, а на ваш взгляд, вот если конкретно перечислять, в чем плюс этого соглашения вот для граждан, для нас, да, для граждан страны? Как вы считаете, вот основные плюсы? Плюсы, я уже один плюс отметил, это политическое признание, подчеркивание, потому что двойное гражданство подписывается, принимается с суверенными государствами, между суверенными государствами. То есть еще раз это подчеркивается, что Абхазия государство, полноценное государство, признанное Россией, и оно признает ее граждан. Вот. В чем преимущество? Преимущество в том, что оно дает большую мобильность, да? Мобильность граждан, где, скажем, больше можно получить, во-первых, двойное налогообложение, во-первых, исключается. Призывы в армии засчитываются в одной стране, взаимно засчитываются в другой стране. Я считаю, что тут есть преимущество в чем? В политическом плане, большей частью. А что касается других моментов, там, скажем, приобретения выгод, скажем так, от того, что вкладываться будут в бизнес в другой стране, где лучшие условия, да, это может вызвать как плюс, так и минус. Потому что мы все знаем, что может быть так получиться, что там, где в какой стране лучшие условия, и социальные условия, и экономические условия, то миграционные потоки пойдут в ту страну, где они лучше. Для этого и существуют все условия государства, чтобы с учетом этого обстоятельства укреплять свои позиции. Я думаю, если в Абхазии 1,5 года службы в армии, то не думаю, что и в России 1 год службы в армии, не думаю, что кто-то выберет, допустим,
больше срока службы, чем меньше, да. Но это я сейчас утрирую, то есть такие моменты могут быть, да. А вот что касается двойное гражданство, еще раз хочу подчеркнуть, что это факт признания гражданства, и здесь присутствует вот взаимный порядок соблюдения, признания социальных и политических прав граждан, но при условии постоянного проживания. Это существенный момент, поэтому здесь я не вижу, ну, скажем, таких больших плюсов и таких минусов нет. Это просто подтверждение факта того, что граждане признаются, каждой из сторон, подписавшее соглашение. Вот это соглашение, оно никак не регулирует эти вопросы. Вопросы приобретения гражданства – это параллельно, это совершенно другая сторона. Соглашение – это уже, оно регулирует уже состоявшиеся факты. Факт получения граждан. Как оно будет получаться, это регулируется отдельным законодательством. И двойное принятие соглашения о двойном гражданстве, оно не создает новые правила обретения гражданства. Она не упрощает, не усугубляет, она этих вопросов не касается. Вот, и, может быть, граждане в Абхазии думают, что с принятием двойного гражданства у нас улучшится, или там условия принятия гражданства, да, или это отдельные законы регулируют. И причем эти законы регулируются каждой стороной, и они могут быть непризнаваемы другой стороной. То есть условия принятия, вот, допустим, Россия может там создать какие-то условия для принятия упрощенной процедуры. Абхазская сторона может не принимать аналогично, взаимно для себя, у себя. Кстати говоря, на сегодня так и есть. Мы сохраняем свои правила, которые в законе есть, мы их не меняем, мы упрощенный порядок не создаем для приобретения граждан иностранных государств. А вот Россия создает условия. И этот принцип невзаимности, он остается, и это право каждой стороны. Вот. Поэтому если мы хотим, да, тогда мы можем создавать условия. Если нет, то это двойное гражданство, соглашение, на нас ничем не обязывает. Беслан Астамюрович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Абхазский Абсар громко заявляет о себе на различных нумизматических выставках. Национальный банк Абхазии во второй раз принял участие в международной нумизматической выставке «Ярмарки» в Гонконге. Это крупнейшее нумизматическое событие в Азии, объединяющее аукционные дома, кредитные организации и частных коллекционеров из более чем 40 стран мира, включая Великобританию, Австралию, Францию, США, Японию, Иорданию и прочие. На стенде Национального банка была представлена государственная символика Республики Абхазия, памятные монеты и банкноты. Первый систематизированный каталог памятных монет и банкнот Республики Абхазия, изданный на английском языке, рекламные демонстрационные материалы. Наиболее востребованными, сообщили в Банке Абхазии, оказались памятные банкноты Владислав Арзенба и 25 абсар, которые были раскуплены коллекционерами из более чем 30 стран. Спрос на них оказался настолько велик, что заявки продолжают поступать и после завершения выставки, отмечают в банке. Банк Абхазии не первый раз принимает участие в крупнейших международных нумизматических выставках, конференциях и публикуется в главных нумизматических изданиях Европы, США и Азии. Учитывая сегодняшние политические реалии, это является единственной возможностью заявить о себе как о независимом самостоятельном эмиссионном центре, представляющем республику наравне с другими странами, банками, регуляторами, монетными дворами, заявили в Банке Абхазии. Азиатский регион является не новым для Национального банка направлением, и если в 2018 году первостепенной задачей было заявить о себе на этом рынке, то в 2023 году Банк Абхазии оказался полноценным и очень востребованным участником. К другим новостям. Грузинская псевдология или поздно пить боржоми. Так посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантани охарактеризовал заявления, которые были сделаны в Ленобласти на полях конференции Фонда поддержки публичной дипломатии Корчакова.
посвященный взаимодействию между Россией и Грузией. По словам абхазского дипломата, сам факт наличия российско-грузинского диалога по линии публичной дипломатии, конечно же, способствует укреплению стабильности в регионе Южного Кавказа. Однако заявление профессора университета имени Григола Рабакидзе и Университета Восточной Европы Тимура Майсурадзе требует пояснений, считает Таня. Текущая социально-политическая ситуация в Грузии противоречит заявлению Тимура Майсурадзе о том, что все вопросы должны быть решены с Россией, Абхазией и Южной Осетией на переговорах, подчеркнул Таня. Недавнее заявление представителя правящей партии «Грузинская мечта» Иракля Кабахидзе о том, что представители грузинской оппозиции планировали вторгнуться на танках в Абхазию и Южную Осетию в случае успеха мятежа Пригожина, демонстрирует принципиальное расхождение реальной ситуации со словами интервьюируемого, заявил дипломат. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.